Территория Забелья расположена в западной части Уфы на левом берегу реки Белой. Туда относятся микрорайоны Затон, Дема, поселки 8 марта, Романовка, Ветошниково, Цветы Башкирии. В Забелье объекты водоснабжения и водоотведения планируют строить в 2 этапа. В перспективе это позволит возвести на новой территории жилье и обеспечит его коммунальными сетями. Глава Башкортостана Ради Хабиров с рабочей поездкой на этой стройплощадке. Вот, Ради Фаридович, здесь разместились, плиты постелили, чтобы ребята работали аккуратно, в чистоте. Штаб стройки установили, паспорт проекта, паспорт объекта. А давай вот покажете? Райфарович, вот объясняю. Значит, мы сейчас находимся здесь. Это переход по реке Белой. Переход здесь находимся. Значит, трубопровод начинается с водозабора, южного водозабора, проходит по Кузнецовскому затону. Мы чуть задеваем вдоль городских лесов. Вот сейчас здесь 2 нитки проходим, процесс еще покажем. Дальше, значит, мы проходим выходим на Декатлон. Мы немножко задержались, Ради с началом СМР, так как у нас проходило там мероприятие мирового уровня, WorldSkills. Значит, дальше мы проходим, параллельно мы проходим сейчас вот переход Юг-Дема, водовод здесь проходим, тоже в 2 нитки прокалываем таким же методом. Проходим, значит, подходим к Деме, к самой. Здесь возле автозаправочной станции еще один прокол сейчас производится. И уходим на улицу Новороссийскую. Новороссийск – это уже выезд Демы. И, значит, в Деме заканчивается 1-й этап. Это водовод? Это водовод, это чисто водовод, да. Вот сплошной чертой – это то, что строится. Это коллектор, Ради Фаридович. Значит, коллектор в Затоне, значит, строим КНС «Затон Восточный». Это большой объект, он стоит 1 200 000 000, значит, его сейчас начали строить. Сейчас линейную часть выстраиваем, приходим до городских очистных сооружений. Это то, что сейчас на стройке. Этот объект по начальной максимальной стоимости, согласно контракту, стоит 2 600 000 000. Этот проект стоит, КНС «Затон Восточный», 3 977 000 000. Значит, сейчас проводим, Ради Фаридович, корректировку проекта. Мы понимаем, что в связи с удорожанием строительства металла, значит, у нас будет увеличение до 30%. Предварительные договоренности с федеральным министерством есть. Будем увеличивать софинансирование. Следующий момент, Ради Фаридович. Вот пунктирами обозначен это 2-й этап. По 2-му этапу мы, значит, от Демы будем вести канализационный коллектор на новый, вновь построенный КНС-ку. И оттуда будем сбрасывать уже до очистных. Значит, его протяженность тоже около 13 километров. Городские очистные тоже будем проводить реконструкцию. Оно будет около 6 миллиардов стоить. И 2-й этап воды, это значит, мы в Затон, в Михайловку, воду, значит, перекидываем с улицы Интернациональной. Это мы обвязываем эти все источники воды, чтобы у нас синхронно мы могли строить на всем Забелье. А вот ареал вот постройки покажите. Так, Ради Фаридович, смотрите, вот где стройка? Вот это Затон, но тут земель много, значит, вот, то есть, в принципе, везде вот можем здесь застраивать. Вот везде можем застраивать. Забелье. Да, Ради Фаридович, мы же сейчас по улице Интернациональной. Мы сейчас где стоим? Покажи точку. Мы сейчас стоим вот здесь. Мы вот здесь стоим, да. Сейчас же мы спроектировали мост через Интернациональный. То есть туда можно будет попасть и по, значит, Затонскому мосту, и по вновь построенному мосту, который совместно построен. То есть вот это то, что мы называем Забелье, так? Да. Сколько примерно здесь можно посадить жилья? 8,5. 8,5, да? То есть здесь нужно мост вот сюда пробить, здесь обвязать все, и вот водоподведение, водоотведение, все остальное тут есть, так? А вот здесь вот эта зона стройки. Это то же самое, да. Уфиме, да? Смыкаться будет Дема и Затон. Да. Вот это вот Амиловка, вот это все, вот эта зона, да, застройки все. А за Здесь Уфиме тоже, это да? сюда. А здесь с мостами какая ситуация? А тут нет необходимости. Нет необходимости. А вот здесь вот не нужно ничего? Это Нижегородка. Это вот Нижегородка мост. Помните, обсуждали, Ради Фаридович? То же самое история. В перспективе вот Затон, вот Дема, вот этот серп смыкается, вот есть Миловка-Романовка, но по генплану и здесь мост есть, и здесь, но тут вопрос с деньгами. Вот, то есть, например, есть выход на М5, М7 и Миловское шоссе соединит между собой М5 и М7. И вот на этой хорошей связке возникает
наиболее привлекательные. А вот забили, сколько примерно там можно посадить? Около 8 миллионов. Ну, то есть, получается, Прямо сейчас, 16 миллионов можно сажать все это. Да. А вот здесь мы не можем еще один мост, где железнодорожный, добавить автомобильный? Можем. У нас Что нам вот здесь не добавить? Смотри, вот здесь вот надо разгрузку сделать, да? Потому что сейчас опять все забито вот здесь. Сколько не добавляй, все забито. Может быть, здесь добавим мост вот здесь. Андрей Геннадьевич, там у нас мост большим, там дамба большая должна строиться, Нижегородка затопляемая же, большой снос. Там, два варианта было дамбы, вот один с сносом промпредприятия, а другой с сносом жилья. Вот мы там спорим сегодня. Ну, то есть расчеты есть, технико-экономическое обоснование готовили мы уже. Оно отправляли Минэкология России. Вот после этой дамбы только можно строить мост. То есть, как бы получается, она очень большая работа. Да, что вот на этой дамбе будет она и дамбой, и дорогой круговой, и на нее подключается этот мост. И, естественно, еще вопрос поднятия с нижней точки на верхнюю, чтобы он не уткнулся просто в никуда. Это Затон, да? Это Нижегородка. Нижегородка, да. И как раз с набережной там соединяется, пошли туда дальше захват. Так, и мы сейчас, можно, получается, вот мы сейчас здесь находимся, так? Вот. Вы пробиваете под Белой, да? Это труба, вот я вижу, это канализование, да? Нет, это водоснабжение. Это гильза, Ради Фаридович. То есть мы сейчас тысячевку протаскиваем, а внутри 800 уже пойдет уже сама рабочая плеть. Рабочая плеть. Она в две нитки проектируется. Одна будет основная, другая запасная. Ну, то есть его технологии две бурят. Пока такая ситуация. То же самое подъемы, Ради Фаридович, я вот вам видео отправлял, докладывал. То же самое на автозаправочной станции, то же самое на Новороссийской. Мы везде делаем таким образом, проектом предусмотрено, чтобы мы никому не мешали. То есть мы не роем, дороги не перекрываем, работаем автономно, движение не перекрываем. Ради Фаридович, вот сейчас мы начали буриться, 400-м диаметр мы прошли, это пилотное бурение. Значит, окончательное расширение, посмотрите, вот, видите, вот 1,6. Вот это будет окончательное расширение. Вот это вот. Да, вот это. Да, вот это будет окончательное расширение. Значит, вот эта труба рабочая плеть. Тысячевка будет в нее протаскиваться гильза, и потом внутри нее уже мы просунем уже рабочую плеть. Почему еще? Потому что грунты сложные. Мы, пересмотрели проект, зааккуратили его, чтобы нас не придавило. Параллельно все бетонируем бентонитом, чтобы у нас проблем не было. В принципе, все нормально. Грунты... А под рекой на какой глубине пройдет? Под рекой, на самом глубоком месте 17 метров ниже дна. Получается, вот она сейчас уходит. И вот такая вот... У нас тут сложность есть. Вот это вот... Она, смотрите, ее протаскиваем на ту сторону, туда, обратно, постоянно расширяем каждым шагом. 400, 600, 800, 1000, 1200, расширяем до 1600. Она параллельно закачивает бентонит, она бетонирует вот все это отверстие, чтобы не и после нее уже протаскиваем вот рабочую плеть. На него вставляется, вот такой конусообразный, приваривается отросток, и за счет него за шток цепляется, с той стороны будем ее протаскивать. Выходить будем уже, вот кольцо есть напротив Декатлона, кольцо, вот в этом кольце будем выходить. Сверло, или как оно называется, оно где примерно находится? Сейчас 450 метров прошли, расширение. То есть уже на другой стороне практически. Между автодорогой Уфа-Оренбург и рекой Белой. Сейчас мы проходим 450 метров, мы прошли диаметром 400 миллиметров. То есть сложные грунты, буквально 10 метров мы скребли 2 дня, двое суток. Камень, да? Или... Камень, да. Камень. Ну и плюс еще встречается галечник, гравий. То есть это тоже усложняет. Топляка нет? Да, вторая резервная. Топляк, дерево. Оно упирается, вообще не идет. Нет. Ну, пока, слава богу, прошли. Аллаху шукр. Все. Хуже железа. А вот полный комплекс работ когда будет завершен? Вот то, что вы показывали на это. Ради Фаридович, по графику 23 год, согласно графику финансирования, у нас в этом году на этом объекте освоение 1 400 000 000. Успеваем мы? Да, мы 368 уже освоили, по графику все нормально. В этом месяце у нас освоение 400 с копейками. Успеваете, да? 460 миллионов, да, успеваем. Ради Фаридович, привезли самые лучшие станки. Это не самый большой на Демина стоит. Мы сейчас пилотно проходим, потом его сюда тоже перебросим. Сейчас в Иркуты едет у нас самый большой пресс, 700 тонны. То есть мы все додавим, все отработаем. Красиво. А сколько человек на стройке сейчас работает? В данный момент здесь на объекте 55 человек. Это здесь человек, да, в двухсменном режиме работаем.
Двухсменный режим? Да, подготовительные работы. Бурильный комплекс, он у нас не останавливается. То есть он круглосуточно Да, работает? круглосуточно останавливать нельзя. Ну да, наверное, схватываться будет, Да, да? схватываться будет, это недопустимо. Ну, конечно, а тут диаметр какой? Сейчас мы 400 тут прошли. Тут 2 нитки, то он большой будет. И его будут завозить, вывозить, то есть выливаться, будут вывозить, утилизировать сразу. Топливо какое? Дизель или? Дизель-генератор стоит, он крутит насос высокой мощности производительности. И дальше уже по гидравлике крутят привод. Это у нас 100-тонный станок, крутящая здесь мощность 50 килоньютон. Самый мощный, вот как Идар Равильевич сказал, у нас стоит на дюйме, потом мы его сюда перекидываем. А вот эта труба, это просто короб, да? Эта труба, это защитный футляр, Защитный футляр, да? В него будем уже... А внутри трубы они из чего? Металлические, Металлические, да? Трубы металлические, заводской изоляции. Свариваете их и по штуке? Свариваем, да, и протаскиваем. Внутри него уже на спейсерах, на роликах просовываем рабочую плеть диаметром 800 мм. Понимаешь, эта плеть будет рабочая больше 800 метров. 800 метров мы сварим вот до конца, поэтому вот эта вот просека прорублена до дороги, вот 800 метров. Труба будет до конца. И А эта плеть вот такая, она кладется только под рекой, да? Дальше она без такой идет? Да, дальше уже открытым А дальше способом идет. открыто идет, да. А на какой глубине закладываете? Здесь, Нет, я имею в виду вот траншеи обыкновенные уже за другой стороной. обыкновенная, обычно 3-4 метра. Так глубоко, да? Ну, вода ниже глубины промерзания, ради порядка. Потом, смотрите, по изобилию у нас с теплом там все хорошо, у нас там есть свой ТЭЦ, у нас же новый ТЭЦ, который практически не загружен. С газом там тоже хорошо. То есть, если вода и канализация у нас будет, водоотведение, то у нас с сетями там уже все хорошо. Хорошо. Зайдемте в штаб, я вам штаб хотел вам показать. Ага. Это вот финишное расширение, он уже идет, расчищает перед гильзой. И вот конусообразный, значит, приваривается колпак, и вот таким образом протаскивается. Вот рабочий плейт, то же самое, это вот вид квадрокоптера. Подъемы, да? Это подъемы, да. А вот это улица Новороссийская. Новороссийская мы уже значит, гильзу затолкали, она уже на месте, она уже приняла свое место. А вот это вот место, где мы сейчас находимся, вот штаб стройки у нас здесь, вот мы прорезали, вот и мы квадрокоптером сняли со стороны Декатлона. Вот такая ситуация. Вот здесь мы будем выходить, Рифарович. Вот у нас здесь проходил World Kills, это у нас, значит, мега. Вот здесь кольцо есть, мы за кольцом прямо будем отсюда выныривать в этом месте. И потом будете рыть там. И потом уже дальше пойдем, да, вот такая ситуация. У нас в Уфе же грунты карстовые, они проваливаются. Вот как раз Олег Анатольевич как раз вот эту тематику он поднимает. Завтра будет доклад. Да. Карстовые. И они, то есть мы пробурим, где-то зажимают, где-то проваливаются. Приходится заново плеть вытаскивать, заново усиливать и так далее. Такие моменты тоже есть, где, это технологические проблемы. Поэтому будем побеждать друг друга. Вот ваши работы вести и зимой можно, да? Вы зимой будете работать? Да, круглый год. Без вопросов. Зимой, наоборот, даже, наверное, лучше грязи На меньше. северах же постоянно только на зимний период такая работа. А труба, она вот эта металлическая, насколько она как-то антикоррозийно покрывается? Да. Заводской изоляции 3 мм. Прям заводская? Да, заводская изоляция. Внутренняя и наружная. И насколько ей хватает трубы? 100 лет простоит. 100 лет простоит, да? Спасибо. Будем надеяться. Вам спасибо. 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 Позвольте, добрый день. Очень сложный проект, Ради Фаридович, этот нужный для города, но сложный. Я посмотрела такие конструкции. Очень тут. сложный. Наверное, вот мы сейчас говорили, никто даже не помнит, когда такие большие масштабные проекты по водоподведению, водоотведению были. Я каждый раз говорю, что в свое время руководство Уфы начало проектировать, это очень давно. И вот с этим готовым проектом нам удалось получить федеральное финансирование. Теперь вот, получается, да, левая часть белой заживет. В Уфиме, Забеле. Вот мы примерно прикинули пока потенциал, вот благодаря тому, что мы подведем туда воду, потенциал это 16 миллионов квадратных метров. Это огромный город, по сути, построен. Поэтому это развитие жилищного строительства. Это вот прям вот то, что нужно сейчас. Ну, это взгляд в будущее, можно так сказать. Абсолютно. Ну, я думаю, что и на наш период, я надеюсь увидеть уже первые краны, которые будут на площадках Зауфиме, Забеле уже строить. Потому что сейчас нам этот проект, вот, который по водоподведению, водоотведению, это 23-го года завершения, он большой, комплексный.
но мы уже смотрим с некоторыми строителями, ведем переговоры, поэтому я вполне допускаю, что года через 3-4 туда уже войдет техника. Я имею в виду, начнут строиться жилые дома. Вот я не припомню, чтобы вот такие проекты были. Обычно дома строятся, да, ну школы, сады. Да, ну, а чтобы про инженерку просто так глобально? Да, да, потому что вот как раз мы одним ударом решаем проблему воды. Проблему воды в Зауфиме Забеле. Я говорю, мы сейчас решаем проблему, чтобы поставить и строить более 16 миллионов квадратных метров в этом. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо.